Слово предоставляем руководителю общественного делового центра «Сайсарский» Семенову Альберту Никандровичу. Большое спасибо, Елена Дмитриевна. Ну, дорогие наши гости, дорогие наши ветераны, глубокоуважаемый Николай Николаевич, Евдокия Ивановна, Наталья Николаевна, я очень рад вас видеть в этом нашем уютном зале. И вначале я хотел бы немножко рассказать предысторию нашего здания. Здание стоит уже несколько лет, но вот буквально недавно, 1 марта, благодаря поддержке Никифорова Игоря Германовича, мы все-таки до конца оформили наши документы. И сегодня мы находимся на торжественном, на официальном уже открытии нашего центра. Центр будет называться общественно-деловой центр Сайсарский. Дело в том, что я хочу, вот, очень многие люди подходят ко мне, спрашивают, почему именно деловой. Я хочу сразу ответить на этот вопрос, чтобы не было, может быть, там в будущем кривотолков каких-то. Дело в том, что здание, как вы, сами видите, что оно большое, естественно, требует больших коммунальных затрат. Поэтому у нас задумка была такая, что мы часть помещений на первом этаже сдаем, вернее, первый этаж сдаем предпринимателям, и за счет этого мы будем содержать полностью здание. Вот. Этот проект постоянный, мы шли к этому моменту очень долго. У нас больше года занимались совет ветеранов, занимались у нас женсовет, округ проводил свои мероприятия, значит, у них хор даже есть. Поэтому школа третьего возраста, она будет как нельзя кстати. Этот проект нам очень понравился. Вот Николай Николаевич правильно подметил, что большой спрос оказывается и не только в городе, а по всей республике существует на эту школу. И я вот вначале, когда мы стали обсуждать этот проект, я немножко интересно звучало, что ученики и ученицы, да, как показалось, что люди уже в хорошем возрасте, преклонном, уважаемом. Вот. Но вот как правильно подметил Николай Николаевич, он сказал, что до университета, я думаю, школа все-таки должна дожить. Пусть это будет 4 года, пусть это будет бакалавриат, там, как говорится, да, там, или магистратура через 6 лет. Но я думаю, что это очень хорошая задумка. На самом деле очень пользуется популярностью. Вот ко мне тоже бабушки наши подходят, совета ветеранов, спрашивают, что оказывается в этой школе даже больше 500 людей стоит в очереди. Да? Поэтому я думаю, что вот мы тоже хотим внести маленькую лепту, может быть, снизить вот эту большую очередь. Вот, и поэтому я бы хотел сказать, что здесь вы можете заниматься, когда захотите. И тут мы можем сделать несколько секций. Мы уже закупили, Федерация компьютерного спорта закупила компьютеры, чтобы обучать навыкам, значит, работы на компьютере. Тут будет презентация, очень много хороших кружков. Я думаю, вам всем должно понравиться. И поэтому я от всей души, от всего сердца поздравляю вас с тем, что у нас появилась такая хорошая школа, школа третьего возраста. Я думаю, что это будет действительно второй дом. Вот Николай Николаевич тоже правильно подметил, что, оказывается, внуки теряют своих бабушек, дедушек. Но я думаю, что у нас до такого не дойдет, потому что тут все-таки рядом будет, это не в энергетике ехать, да, там, это будет в шаговой доступности. Поэтому я думаю, что вам здесь должно понравиться. Ну, по крайней мере, мы приложим все усилия для этого. Поэтому я вас всех поздравляю, желаю вам хорошего обучения, чтобы вы всегда знали, что вы нам всегда нужны, что мы берем с вас пример. И еще раз поздравляю с официальным открытием нашего центра. Спасибо.